Ровно через неделю станут известны лауреаты Тукаевской премии. Их имена объявят в день рождения классика на празднике поэзии. В числе номинантов и маэстро Ринат Салаватов. На днях дирижер вернулся с продолжительных европейских гастролей и попал в объектив нашей камеры. О человеке, не представляющем жизнь без экспериментов, в следующем сюжете. Это как капитан корабля, который ведет корабль в этот вечер, вот минуя рифы. На капитанском мостике, то есть за дирижерским пультом, он берет не только высокие ноты. Легким движением руки Ринат Салаватов задает тон рабочему процессу. Благодаря его взмахам на подмостках рождаются истории царя Бориса, повесы Онегина, лебеди Одетты. Его история также началась под заданный ритм стук колес поезда. Ему было всего 13, когда он один отправился в Москву поступать в Центральную музыкальную школу при консерватории. Прошел конкурс, остался, но ненадолго. В жизненной партитуре всегда имели место быть 3 города. Маэстро, словно Фигаро, руководил оркестрами то в Ленинграде, то в Алма-Ате, то в Казани. Вы знаете, был очень сложный, единственный такой для меня сложный спектакль – это Борис Годунов. С Рене Папе, это великий бас современности, когда мне пришлось буквально за одну репетицию попытаться сделать вторую редакцию его. Вот, мы совместили нашу редакцию казанскую и его редакцию, где он поет обычно. Вот, это было очень трудно. Следуют классики во время оперы или балета. За периметром театра жизнь насыщена экспериментами. Так, уехав с оркестром Мариинки на гастроли в Европу, он не вернулся. Остался жить в Германии. При этом в руках была только спортивная сумка, а в душе играла любимая музыка. Я люблю Пучини. И это мне удается, Пучини. Потому что это действительно роскошный оркестр, это роскошная гармония. Почти каждый день он слушает Баха, иногда играет сам на фортепиано. Находит время, чтобы сочинять музыку. В театрах Астаны и Чимкента идут 2 авторских балета «Снежная королева» и «Алкиса». Он работал в Баварской государственной опере, Королевской опере Швеции, но сегодняшняя остановка – Казанский театр, где ему, словно камертону, в ближайшее время предстоит настроить участников Нурийского фестиваля. Анна Газятова, Венера Мухаметова, Диана Василова, Илья Шорин, Вести, Татарстан.